Ей казалось, что 6-летней дочки уже нет в живых. Она представляла, как в ее маленькую девочку попадает осколок или пуля. Это кадры из документального фильма «Раны Цхинвала». Автор – российский военный корреспондент Антон Степаненко. Журналист стал свидетелем событий, развернувшихся в столице Южной Осетии в августе 2008 года. Тогда 120-тысячная грузинская группировка атаковала спящий город. Спрятаться куда угодно – это единственное желание, когда слышишь свист мины. Под обстрелом я бежала, вот в чем я вышла из дома, мы буквально, я упала в канаву, через тропы перепрыгивая, добежали до пекарни, чтобы просто в бункере спрятаться. Ребята, это ужас, я врагу своему не пожелаю. И пусть это не бункер, а кухня, хлеборезка, баня, где кирпичные стены и шиферная крыша. Или простой склад, всего метр земли над головой. Но даже это под обстрелом создавало иллюзию безопасности. Я помню, 9 августа мы вышли с оператором в город, походили, поснимали, вернулись к миротворцам, и как раз начался минометный обстрел. Мы заскочили в казарму, там было 5 солдатиков, и они стали вытаскивать двухъярусные койки в проход. И мы сначала не поняли, почему двухъярусные, а они объяснили, что если будет попадание, то по крайней мере, да, вот крыша обрушится, и она осядет на второй ярус койки. И просто вот какие-то мысли, которые прозвучали, да, вот в репортаже, это на самом деле мои ощущения и переживания. Пообщаться со специальным корреспондентом Первого канала, военным журналистом, пришли преподаватели и студенты АГУ, в основном филологи, историки и журналисты. О том, каково это готовить новость под артобстрелом, видеть, как гибнут мирные люди, и что после этого ощущает человек, прямо и честно рассказал аудитории Антон Степаненко. Люди ощущают примерно одно и то же. Я помню вот это изматывающий звук мины, да, потом вот она пока летит, она свистит и вот на кулак всю душу наматывает. Думаешь, куда она попадет. Хотя говорят, да, свою мину не слышно, но тем не менее. Вот, поджимается все, потом слышишь разрыв, значит, не по нам. Считаешь секунды 1, 2, 3, 4, 5, следующий свист. И вот реально, вот мы сидели в этой казарме, слышали свист и думали, господи, ну когда же это закончится? Ну сколько можно душу-то мотать? Вот. Ну и потом где-то минут через 20 уже смогли выдохнуть, потому что обстрел закончился. Я к чему это все говорю? К тому, что не надо умничать. Вы будете работать в разных редакциях по разным темам. Но, как мне кажется, это универсальное правило. Так будет проще и интереснее вашим читателям, зрителям, слушателям. Южная Осетия – не единственная горячая точка, войну в которой освещал Степаненко. За его плечами Югославия, Чечня, Ирак, Судан, Афганистан, Бейрут, а также война в Сирии и вооруженный конфликт на востоке Украины. Зачем я туда ездил и иногда продолжаю ездить? Ну, это как-то получилось само собой. Просто Сергею Доленко нужен был разъездной корреспондент, а я в агентстве «Интерфакс» как раз занимался силовым блоком. Можно загоняться, переживать, бояться за себя. Естественно, каждый разумный, вменяемый человек переживает, боится. Вот. Но нас спасает работа. Спасает камера, спасает микрофон, спасает то, что вынь да положь, кровь из носу, но к определенному времени Москве нужен перегон, Москве нужен репортаж или прямое включение. Визит российского журналиста в Абхазию – это третье мероприятие, проводимое Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат А3». Председатель Союза Руслан Хашиг отмечает, военные спецкоры обязаны показывать объективную реальность происходящего конфликта. В одной из интервью, по-моему, Антон говорил, журналисты едут на войну, чтобы не было войны. Да, мы показываем эту войну, рассказываем, вот это жесткая правда, действительно, чтобы люди осознавали, что это такое, может быть, тоже один из таких вопросов. Как-то смотрел документальный фильм о Великой Отечественной войне про Севастополь, который снимал оператор Мокш. Да. И вот он, когда этот фильм показал, когда этот фильм увидел Довженко, он ему сказал: не бойся снимать крупные планы.
эта победа нам будет даваться очень тяжело. И вот нужно показывать эту кровь, смерть, реальную действительность. И вот я эту цитату вспомнил, когда я просматривал фильм и репортаж, документальные фильмы, связанные с Цхинвалом. Встреча Антона Степаненко с коллегами из Абхазии продолжится 16 ноября. В конференц-зале Дома Москвы военкор пообщается с работниками СМИ Абхазии. Тема встречи – журналисты и война. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абазатовая.